Москва – современный мегаполис, в котором живут и работают люди разных национальностей. Герои нашего фильма – молодые башкиры Москвы. Они стремятся сохранить свою культуру и язык. При помощи своего интернет-форума bashkort.com они общаются и организовывают различные мероприятия и встречи. Сейчас они готовят национальный праздник Хабантуй. Самое главное, нам нужно определиться с обязанностями. Кто покупает? Кто что делает, сколько у нас в распоряжении машин и так далее, пошагово. Мы должны продумать программу, то есть нам это делать намного легче, потому что в прошлом году у нас уже есть какой-то опыт, в чем-то мы знаем, там, с чем нельзя затягивать, на чем лучше сакцентировать свое внимание и так далее. Таким образом, еще раз зачитываю, значит, пока предварительно транспорт — это Марат, аппаратура, музыка — я, плов — Данил, еда, закупка именно в Ашане предварительно Данил, конкурсы Фануза, Рустам, Айгуль, встреча Рифат, Айбулат, потом инвентарь, мы исключаем этот пункт, как-то будем стараться все общими силами там, да. Кухня — это Зарема и Зиля, Кураж, Фаиль, подарки — я. Детские конкурсы Айгуль, Шаура, Римма. Ну, возможно, Римма. Вот. Все, спасибо большое. В принципе, можно нас назвать региональной общественной организацией Башкиры Москвы, а на самом деле мы просто без какой-то организованности, скажем так, хаотично. Стараемся не быть, как большинство людей, которые думают только о себе. Мы хотим чего-то большего. То есть не затеряться, во-первых, в огромном мегаполисе, который находится за 1400 километров от нашей столицы, но и сохранить свои какие-то корни, свою культурную, национальную самобытность. Без форума это было бы совершенно другое. Есть сайт в интернете, и благодаря ему во многом происходит практически каждодневное общение, и очень часто встречаемся на выходные. Алло, Илнур, Хаума, хәлләрең нисек? Минеке лә яхшы гына, эштә утырам. Әйе, Һабантуйга әзерлектәр барам. Мин әле вот яздым, нимәләр кирәк икән, мин һиңа почтаңа ебәрәм. Ярый, ато, очрашканга хәтлеме? Ярый, һау бул. Пока. В Москве мне нравится именно то, что это город большой, то, что есть всегда профессиональный, карьерный рост. Я, конечно, очень скучаю по Уфе, очень скучаю по своим друзьям, очень скучаю по деревне, скучаю по родителям.
Но вот это вот именно то, что мы сейчас здесь очень тесно общаемся, башкирами, вот это вот мне заменяет, можно сказать, все. Я вот с ними там в воскресенье встречаюсь, это мне на неделю хватает. Хожу такая радостная. Такое ощущение, как будто на самом деле была в Башкирии. И с Рио попутешествовать, ждем вас внизу. Поднимайтесь сюда по ступенечкам на аттракцион, и вас тоже прокачивают с ветерком с высоты 52 метра. Вам понравится? Приехала, изначально я, конечно, очень пожалела, что я не осталась в Уфе, потому что у меня очень много там друзей. Какие планы на будущее? Расти, 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 так скажем. Ну, охота, конечно, карьерный рост, мужа хорошего, любимого. 3 месяца назад я попал на башкирский форум. Мне всегда тянуло, как-то в детстве я этого, наверное, не понимал, а когда уехал далеко от своей родины, я стал тянуть Башкирию, стал тянуть к своим землякам, я стал интересоваться нашей культурой. То есть это не было привито у меня с детства, я сам начал интересоваться. Чем дальше ты находишься от родины, я считаю, тем ближе она, не парадоксально. Ну, я раньше не очень плотно занимался какой-то общественной жизнью, был вообще такой одиночкой. Сейчас мне просто года уже, наверное. Да нет, не просто сейчас, на самом деле, все больше как бы задумываюсь о своих корнях. Пытаюсь как-то узнать побольше нашу культуру, башкирскую культуру. Да я не считаю, что трачу свое время на сабантуй, как-то живу, делаю это, потому что мне это нравится. Мне нравится хоть чем-нибудь помочь, сделать общий праздник. Это же мы делаем все именно для себя. В детстве я очень сильно любила кино, очень любила смотреть телевизор. Но мама у меня была строгая, молодая, поэтому запрещала мне смотреть телевизор. Но я девочка была находчивая, у нас в соседнем доме был комиссионный магазин, где продавали старые телевизоры. И продавцы, чтобы им не было скучно, включали эти телевизоры, целый день смотрели. Я ходила в этот магазин каждый день, ходила как будто бы играть на улице, а на самом деле смотрела кино и могла часами простаивать в комиссионке и смотреть фильмы. А это мой мастер Александр Манилович Бородянский. Я в его мастерской проучилась 2 года и очень многому научилась у него. Когда я пришла первый раз на форум, меня удивило, что там очень разные люди, но в основном все очень успешные. Это студенты, которые учатся в престижных вузах, это крутые там директора в различных организациях коммерческих, иностранных, российских, которые получают очень приличную зарплату, покупают квартиры, женятся, заводят детей. Но при этом почему-то эти молодые, очень успешные люди, они с большим удовольствием участвуют вот в этих делах общих. Мы участвовали в передаче «100 к 1». Наша команда, она называлась «Курай», естественно, потому что для башкир Курай – это символ единения нации. А наша команда «Курай» вызвала в качестве противников казахскую команду из Казахстана, которая здесь учится, это были студенты, которые здесь учатся по президентской программе Нурсултана Назарбаева «Болашак. Будущее». А с нашей стороны играли ребята, которые учатся здесь и работают. И я тоже играла в этой команде, и мы очень боялись проиграть. К счастью, мы выиграли.
Я приехал в 2002 году. В 2005 году вот поженились. Жену зовут Луиза. Вот. И вот у нас дочка. Как тебя зовут, Фатима? Фатима. Фатима, дочка зовут. Она башкирские танцы знает, и русские она любит, танцует. Но она вот стесняется пока в детский сад не ходит. Поэтому она нам каждый день почти показывает концерт. Мы объявляем, выступает заслуженная артистка Башкортостана Фатима. Она танцует как артиста. Юлай очень активное участие принимает. В борьбе он в прошлом году. Он в борьбе в прошлом году первое место занял, в этом году не знаю, как будет. Ну, вообще, когда они борются, это очень так, ну, не знаю, мне страшно. Я туда иду только вот из-за того, что я башкирка. Просто как бы корни свои неохота терять. Да, ну и охоту со своими встречаться, общаться, на родном языке поговорить. Мы здесь сплоченнее. Дружно. В Башкирии, может быть, в Башкирии дружим с родными же. Да, а здесь уже вот получается, что с земляками. С земляками, да. Ну, просто необыкновенно, может, история тем, что в Москве мы встретились, получается, а оказались как бы очень близкие такие земляки. Из соседнего района. Из соседнего района. Ну, то есть, как бы нашли друг друга вот в Москве. Ребята знали просто, они и Луизу знали, и меня знали, и поэтому они хотели познакомиться нас. И вот они как-то состыковали нас в один день и познакомили. Попросили там меня обои поклеить в комнате их. И они ее же также попросили в один день. Обои поклеить. И вот я пришел помогать, и она пришла. И мы так вместе обои поклеили в комнате. Ну, помогали им. Да, обои клеим сейчас у себя. Свадьба у нас хорошая была, потому что тоже пришли наши земляки все. Студенты пришли. Кто-то из родных, ну, родные тоже приезжали, не все, конечно, приехали, далеко же ехать. А так вот свадьба у нас в Летищеве была. Не знаю, я думаю, что наша свадьба понравилась, потому что у нас студенты проводили свадьбу нашу, ну вот, кто учится на актерском. То есть свадьба такая была, как бы, башкирская. Даже вот рестораторы, все официанты очень так удивились, что никогда такой свадьбы они не видели, чтобы так вот весело. Выступали молодые студенты. Молодые студенты выступали очень там. Весело было. Что только не было, да. У нас есть башкирское землячество, которое объединяет выходцев из республики Башкортостан, проживающих в Москве. Помню, как сейчас. В ноябре 2005 года было собрание землячества. Там я познакомился с Исламом Канцияровым. Сейчас он уже женат, и у него недавно родился сын. Тогда Ислам сразу всех нас пригласил к себе домой. У башкиров же душа открытая, гостеприимная. Ислам сказал: «Давайте все ко мне в гости». Нас было человек 20. Мы сидели у Ислама и задавались вопросом: а почему это мы не общаемся? Тут ведь много молодых. Почему бы нам не объединиться? В то время у башкирских студентов из РУДН был свой сайт, отдельный. Он и стал базой нашего форума. Москва – большой мегаполис. И тут бешеный ритм жизни. Не всегда получается видеться часто. Даже может и пару месяцев пройти, пока встретишься со своими. А на форум можно зайти между делом или вечерком, обменяться мнениями. В целом наше общение идет через форум bashkort.com. Там мы решаем, как и где провести наши встречи. Мы стараемся сохранить нашу культуру. Начали с простых вещей. Вот что для молодежи интересно. Своя башкирская дискотека, конечно.
С 2006 года мы провели больше 10 дискотек. Организовывали встречи с нашими башкирскими писателями, работниками искусства. Главная цель проведения Хабантуя – это объединение нашего народа. Вот в Москве проживает около 6 тысяч башкир. Однако каждый из них живет своей жизнью. Сложно найти возможность для общения в мегаполисе. А такие мероприятия, как Хабантуй, это возможность для общения, для того, чтобы не забыть свою культуру, свои обычаи, свой язык. Поэтому мы проводим такие мероприятия. Сейчас мы едем в Подмосковье покупать 2 баранов. Одного для чемпиона, абсолютного победителя в национальной борьбе куряж, а из 2-го барана завтра приготовим угощение для всех, кто придет на наш праздник. Так, еще один. Hadi baş. İyi akşamlar. Тұрған қыздар егеттердің бүтәһелә тиерлек катнашкандыр мөгаен. Бергәләп оештырдык, шуның өчен тагыла күңеллерәк, дәртлерәк үтертеп дигән ышаныс бар. Икенче тапкыр үткәрелгән Мәскәү яшьләре, Мәскәү башкорт яшьләре Хабантуй 2007 асып дип игълан итәм.
Bırnatağı gittim yıraktarığa Tuğan yağın hinan ayrılık Tuğan yağın hinan ayrılık Tüygenimdi hinde kaldırıp Zenger tuman daratımda Dik yıraktarığa kalhamda Min yırlarımın üdünüp Tuğan yağın hini halınıp Yüreğim ernip yanganda Min yırlarımın üdünüp Tuğan yağın hini halınıp Yüreğim ernip yanganda İk halındım yine Tuğan yağın Dağ tirekli mindeki buydarım Yeyler yitken şavlak oynay turgan Yemli matur havan tuydarım Zenger tuman daratında Bik yıraktarığa kalhamda Min yırlarının üdünüp Tuğan yağın hini halınıp Yüreğim ernip yanganda Min yırlarının üdünüp Tuğan yağın hini halınıp Yüreğim ernip yanganda Bir qaytağı yine Tuğan yağa Yalan ayak yürgen yaktarga Bir qaytağı yine yaşlığıma Tevgi müfebbetim yanına Zenger tuman daratında Dik yıraktarga kalhamda Min yırlarının üdünüp Tuğan yağın yine hağınıp Yüreğim ernip yanganda Min yırlarımın üdünüp Tuğan yağın yine hağınıp Yüreğim ernip yanganda Zenger tuman daratında Bik yıraktarığa kalhamda Min yırlarımın üdünüp Tuğan yağın yine hağınıp Yüreğim ernip yanganda Min yırlarımın üdünüp Tuğan yağın yine hağınıp Yüreğim ernip yanganda Yüreğim ernip yanganda Yüreğim ernip yanganda Ой, какой кумыс, замечательный, фантастический. 1500 километров от столицы нашей великой Родины. Пробовать этот напиток, это двойное удовольствие. Давай, еще. Все это делается для того, чтобы не терялось у нас в масштабе Москвы, чтобы сохранялось, передавалось, чтобы молодежь наблюдала воочию и не только наблюдала, а сама участвовала в этом, организовывала. Вот, но кроме всего этого, тут есть еще другая цель. Тут молодежь между собой знакомится, общается. Вот уже несколько мероприятий мы провели, уже отыграли несколько свадеб, уже дети, видите, уже маленькие дети бегают, много молодых мам или будущих мам сегодня участвуют на празднике, который в положении. Вот. Поэтому это праздник очень много несет в себе хорошего. Вот, и в плане сохранения обычаев, традиций национальной культуры, и в плане того, что молодежь тут отдыхает без спиртного. У нас в семье очень серьезно мы относимся при воспитании своих детей к традициям, к тем ценностям нашего РУ. Это
рода нашего. Вот у нас бурзянский род, у нас сохранились это родословные. На сегодняшний день насчитывает 22 поколения тех, которые ушли из жизни. И 3 поколения, которые сегодня живут. Это мой отец, я и мои дети, мои сыновья. Вот получается 25 поколений. Вот у нас знак РУ, это вот видите, у нас уже в современном стиле, даже когда эти тамга называется, это эмблема нашего РУ. Наши дети в совершенстве владеют своим родным башкирским языком. А на самом деле, хоть мы и живем в Москве, это сделать несложно. Просто надо дома родителям говорить с ними на родном языке. Я думаю, что любой народ, который проживает вдали от своей родины, он не должен забывать свой язык, прежде всего передавать его детям. Когда Салават Юлаев стал чемпионом России, даже не знаю, как передать, какую радость мы испытали. И потом мы шли по московским улицам в этой форме, с флагами, в таких шарфах. Была такая радость за нашу команду. И москвичи нас поздравляли, желали успехов нашей команде Салават Юлаев. Их отношение к нам, болельщикам Салавата Юлаева, было очень теплым. В Москве очень легко найти развлечения. Поэтому нужно, чтобы была вера в душе. Вера может помочь удержаться от ненасытного стремления к развлечениям, которое может затянуть болото пагубных страстей, поэтому очень важно быть верующим. Мы все патриоты нашей общей родины, России. Сейчас идет чемпионат Европы, и мы очень поддерживаем российскую команду. И очень верим, российская команда будет чемпионом. Россия – чемпион. От Салавата Юлаева ждем только побед. И во втором сезоне. Наша команда будет играть в Лиге чемпионов Европы и там победит. И, конечно же, в новой лиге ждем от Салавата Юлаева только побед. Марьям. Зовут Марьям. И Батулина Марьям Салаватовна. У нее уже 2 зубика. Камила. Камил. Кель мында. Кель. Маши рукой. Это старшая дочь Камила. Камила родилась уже здесь. Живем вдали от родины, поэтому мы собираемся тут, общаемся посредством интернета, форума. Это нам нужно для того, чтобы поддерживать свой дух, как бы воспитывать своих детей в
с нашим духом. Для того, чтобы нашу культуру поддержать. Все мои друзья, абсолютно все, потому что мы земляки. У нас не только, конечно, происходит общение, мы помогаем друг другу. Я отдыхаю здесь с земляками полностью, душой и телом, не думаю ни о чем абсолютно, расслабляюсь. Конечно, есть дальнейшее будет перспектива развития форума, так как есть у нас такой костяк, такой сильный, который вот, держит этот форум. Мы друг другу все необходимы, и мы стараемся помогать и поддерживать друг друга. Верующая часть очень любит своих земляков, потому что даже в Коране написано, что не в Коране, как пророк Мухаммед сказал, что нужно поддерживать свои связи, родственные связи. И тот, кто не поддерживает связи, тот будет в убытке. Поэтому в исламе это очень сильно развито, тоже землячество. Это не отрицается, это очень сильно поддерживается. Со счетом 3-2 абсолютным чемпионом Сабантуя 2008 становится Фаиль! Этих успешных и жизнерадостных людей объединяет любовь. Любовь к своей родине, родному Башкортостану, к Москве, к России. Они позитивно относятся к жизни, создают семьи, растят детей и не забывают о своих корнях в бешеном ритме жизни современного мегаполиса. Күңел
Километров от столицы нашей великой Родины. Пробовать этот напиток — это двойное удовольствие. Давай. Все это делается для того, чтобы не терялось у нас в масштабе Москвы, чтобы сохранялось, передавалось, чтобы молодежь наблюдала воочию и не только наблюдала, сама участвовала в этом, организовывала. Вот, но кроме всего этого, тут есть еще другая цель. Тут молодежь между собой знакомится, общается. Вот уже несколько мероприятий мы провели, уже отыграли несколько свадеб, уже дети, видите, уже маленькие дети бегают, много молодых мам или будущих мам сегодня участвуют на празднике, который в положении. Вот. Поэтому это праздник очень много несет в себе хорошего. Вот, и в плане сохранения обычаев, традиций национальной культуры, и в плане того, что молодежь тут отдыхает без спиртного. У нас в семье очень серьезно мы относимся при воспитании своих детей к традициям, к тем ценностям нашего РУ, это рода нашего. Вот у нас бурзянский род, у нас сохранились это родословные. На сегодняшний день насчитывает 22 поколения тех, которые ушли из жизни, и 3 поколения, которые сегодня живут. Это мой отец, я и мои дети, мои сыновья. Вот получается 25 поколений. Вот у нас знак РУ, это вот видите, у нас уже в современном стиле, даже когда эти тамга называется, это эмблема нашего РУ. Наши дети в совершенстве владеют своим родным башкирским языком. А на самом деле, хоть мы и живем в Москве, это сделать несложно. Просто надо дома родителям говорить с ними на родном языке. Я думаю, что любой народ, который проживает вдали от своей родины, он не должен забывать свой язык, прежде всего передавать его детям. Vay azamadı aradan yolda düşmanı aypağan. Vay azamadı aradan yolda düşmanı aypağan. Yüzlerinde damlı balkayı göp yeri derdi baypağan. Yüzlerinde damlı balkayı göp yeri derdi baypağan. Ay hayır hayır kürden uğrunu alırım. Ay hayır 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 arı baldı halırım. Arı kulondayı battırlarının artlarının bağırım. Arı kulondayı battırlarının artlarının bağırım. Салават Юлаев чемпион булгас, Когда Салават Юлаев стал чемпионом России, даже не знаю, как передать, какую радость мы испытали. И потом мы шли по московским улицам в этой форме, с флагами, в таких шарфах. Была такая радость за нашу команду. И москвичи нас поздравляли, желали успехов нашей команде Салават Юлаев. Их отношение к нам, болельщикам Салавата Юлаева, было очень теплым. Улардың мөнәсәбәтләре безгә бик йылы инде. Бында Мәскәүдә күңел асу бик еңел инде. В Москве очень легко найти развлечения.
Поэтому нужно, чтобы была вера в душе. Вера может помочь удержаться от ненасытного стремления к развлечениям, которое может затянуть болото пагубных страстей, поэтому очень важно быть верующим. Мы все патриоты нашей общей родины, России. Сейчас идет чемпионат Европы, и мы очень поддерживаем российскую команду. И очень верим, российская команда будет чемпионом. Россия чемпион. От Салавата Юлаева ждем только побед. И во втором сезоне. Наша команда будет играть в Лиге чемпионов Европы и там победит. И, конечно же, в новой лиге ждем от Салавата Юлаева только побед. Марьям. Зовут Марьям. И Батулина Марьям Салаватовна. У нее уже 2 зубика. Камила. Камил. Кель мында. Кель. Маши рукой. Это старшая дочь Камила. До 75 килограмм не свыше 75. Камила родилась уже здесь. Живем вдали от родины, поэтому мы собираемся тут, общаемся посредством интернета, форума. Это нам нужно для того, чтобы поддерживать свой дух, как бы воспитывать своих детей с нашим духом. Для того, чтобы нашу культуру поддержать. Все мои друзья. Абсолютно все, потому что мы земляки. У нас не только, конечно, происходит общение, мы и помогаем друг другу. Я отдыхаю здесь с земляками полностью, душой и телом, не думаю ни о чем абсолютно, расслабляюсь. Конечно, есть дальнейшее будет перспектива развития форума, так как есть у нас такой костяк, такой сильный, который вот, держит этот форум. Мы друг другу все необходимы, и мы стараемся помогать и поддерживать друг друга. Верующая часть очень любит своих земляков, потому что даже в Коране написано, что не в Коране, как пророк Мухаммед сказал, что нужно поддерживать свои связи, родственные связи. И тот, кто не поддерживает связи, тот будет в убытке. Как бы вот, поэтому в исламе это очень сильно развито, тоже землячество. Это не отрицается, это очень сильно как бы поддерживается. Со счетом 3-2 абсолютным чемпионом Сабантуя 2008 становится Фаиль!
Этих успешных и жизнерадостных людей объединяет любовь. Любовь к своей родине, родному Башкортостану, к Москве, к России. Они позитивно относятся к жизни, создают семьи, растят детей и не забывают о своих корнях в бешеном ритме жизни современного мегаполиса. Давай, давай.